Президент Международного фонда Апсны Сонер Гогу, директор инвестагентства Республики Алма-Ата, представитель Общественной палаты Низам Хапат, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун с 12 по 17 января посетили с рабочим визитом Иорданию. Глава абхазской делегации Сонер Гогу, рассказывая о пятидневном визите, отметил, в ходе поездки состоялся ряд важных встреч с представителями Абхаза, адыгской диаспоры и иорданским бизнес-сообществом. Иордания инхой диаспоры обсадил хабха иха сашауску хачеверц диаспора ганахала репатриация ганахала убриамштах Иордanii абсны ахвахтра ганахала инвестиция ганахала иха сашауску хабхатпи амшку резахан убри хачеверц ацакасаман наски Иордания пи абсны ихабр рбжара иха сашауску избанзар ялкаупнас иха Апсына ахакуйтра Иордания пихункера мышкала мыскала ерыдрым кула зарги хараяха акымзараки япархагазам культура ганахала усура спорт ганахала усура медицина ганахала усура абартрызахан яха Иордания пи эйхабры харахайхабра аусура зияпархага акымзарака азам. По словам директора государственного инвестагентства Алма-Ата, привлечение инвестиций в Абхазию было одной из приоритетных целей абхазской делегации. При этом он отметил, представители нашей делегации в ходе рабочих встреч с бизнес-сообществом Иордании провели презентации, рассказав об экономическом, туристическом и природном потенциале нашей страны. Рассказывали мы о том, насколько интересен абхазский рынок и абхазская экономика, почему именно здесь стоит начинать развивать свой бизнес. Естественно, самым важным таким ключевым фактором является то, что у нас заключены соглашения с Российской Федерацией, которые позволяют беспошлинно вывозить товары, произведенные в нашей республике и в Российскую Федерацию, и, соответственно, там их реализовывать. Это такой ключевой, наверное, фактор, который мог бы заинтересовать, в принципе, любого инвестора, неважно, с Иордании он, либо еще с какой-либо другой страны, так как объем рынка российского достаточно велик, практически 150 миллионов человек населения, потенциальный рынок сбыта. Соответственно, мы в первую очередь говорили об этом, говорили о том, что налоговое окружение в нашей республике достаточно мягкое, и о других факторах, которые благоприятствуют развитию бизнеса в нашей республике. В ходе поездки абхазская делегация встретилась с представителями парламента Иордании, а также братом короля Иордании, принцем Али. Во время этих встреч обсуждались возможности совместной работы в области укрепления связей с абхазской диаспорой Иордании и налаживания торговых связей. Наски харийскина интересаман яшев то хазар вариант какой анирхон принц Али наски ехетпе Иордан те хабра джара апсо ганахала Кавказа ганахала связь Крымума убриги яшечко ярыкын пе ялах кариятыкын ярахаталы ехет принц Али ян Палестинин пе язлоб дапсуан халарылыжла ирхаштит абат ашук сквагюнус хала аха яраяб король Хусейн янду абсынытуп ажибалыжла убри шахас яшечко дара хагуяхет ари хахзан ахтус дудзуб торух дудзуб убри дара еширдрва дара яхгубхет. В Иордании проживает более 100 тысяч представителей абхазо-адыгской диаспоры, среди которых около 5 тысяч абхазов. По словам представителей нашей делегации, это уважаемые в Иордании люди, сохранившие лучшие традиции своего народа. Апсуара хара хочик яха ихи яхчузу хасу дарица ей наргзот вау машею барапяца май хабиц би рейзна хоче рыпату их сша сариз без загидара свияхой. Итогом поездки в Иорданию стали предстоящие визиты иорданских делегаций. Речь идет и о бизнесменах, и о представителях абхазской диаспоры, которые впервые посетят историческую родину. Анастасия Никонова, Сасраква Гухава, Абаза ТВ.